Большая восьмерка спортсменов из Казани выступит в Сочи на Олимпиаде и поборются за золотые медали. Борцы, хоккеисты, мастера фристайла. Среди спортсменов выпускник КФУ Унияза Набеева мы взяли интервью. Во-первых, мне очень сильно помогают знания, которые я получил часть в университете. Во-вторых, поддержка бывших одногруппников. Что ж, желаем успехов в этих спортивных играх и переходим к новостям позитивным. Все модели пустышки, так говорят многие, но это всего лишь стереотип, вбитый в головы вчера. Самые обаятельные, привлекательные удивляли зрителей своими талантами. Очередной этап конкурса «Мисс Татарстан» прошел вчера. Участницы боролись за корону среди самых красивых юных дам. Выбирали самую талантливую, шансы были поровну. Поет и танцует, кто пишет картины, кто шьет. Такие девушки незаменимы. И как отметила жюри, проигравших здесь нет все участницы, победители. Рэп Ньюс. Как называется важное мероприятие, где собираются серьезные тети и дяди, обсуждают проблемы и перспективы развития, и куда не пустят случайного зрителя. Заседание ректората в этом году было первым. Обсуждались нововведения, информатизация и электронное обучение. КФУ станет лучшим, без сомнения. И Рэп Ньюс. Диалог с искусством, диалог с душой. Когда приходит муза, когда всем хорошо. Диалог, организация студентов, что помогает художникам, пока неизвестным, не за деньги, а во имя и ради идеи. Две студентки взяли на себя нелегкое бремя. Организация всероссийских выставок всегда сложно начинать с чистого листа. На мой взгляд, результат получился очень удачный. Даже лучше, чем ожидали. Да, они очень много говорили об этой выставке. Очень большой отклик был. Мы даже не ожидали такого, что он будет таким большим. И у них получилось. Участники со всей России представили казанцам неповторимые стили. На выставке под названием «Безразличие» успей сходить на мероприятие необычное.